Добрый день, уважаемые участники круглого стола. Сегодня у нас тема развития и повышения эффективности сети социальной инфраструктуры в Республике Саха-Якутия. Тема на самом деле такая, можно сказать, завуалированная, но я надеюсь, Владимир Викторович в своем вступительном слове объяснит и расскажет. Многие, кто сюда подходили, предварительно общавшись, не совсем понимали, о чем будет идти речь. Давайте я в начале нашего заседания круглого стола представлю гостей и потом начнем обсуждение. Председатель правительства Республики Саха-Якутия Владимир Викторович Солодов, председатель постоянного комитета Госсобрания УН Республики Саха-Якутия по науке, образованию, культуре, средствам массовой информации и делам общественных организаций Казась Васильевна Гарушева, председатель общества Россия и Япония Николай Андреевич Баранудин, заместитель председателя Федерации профсоюзов Республики Саха-Якутия Валентина Ивановна Кириллина, глава горного района Никита Викторович Андреев. И также представители средств массовой информации. Сразу хочу обратить внимание на формат, то есть смело задавайте вопросы, дискутируйте, высказывайте свое мнение. У нас по времени часа полтора плюс-минус, поэтому времени более чем достаточно. Начнем, пожалуйста, Владимир Викторович, начнем с того, что давайте попросим вас раскрыть тему, что кроется за развитием и повышением эффективности сети социальной инфраструктуры, и основные, наверное, цифры, показатели, к чему мы должны быть таких. Спасибо большое. Доброе утро, уважаемые коллеги. Продолжая политику по обеспечению открытости и прозрачности работы правительства Республики Саха-Якутия, мы сегодня проводим вот такой публичный стол, публичный открытый круглый стол с представителями средств массовой информации, заинтересованными общественными организациями, для того, чтобы обсудить те процессы изменений, которые происходят в сети социальных учреждений, поскольку эта тема вызывает много вопросов, беспокойство среди населения. И максимальная прозрачность – это залог того, что у нас будет четкое понимание того, куда мы движемся, и полный учет интересов всех заинтересованных сторон. Мы все знаем, что за последний год большая работа правительством проводилась, сначала в форме реализации программы оптимизации учреждений, так называемое 202 постановление правительства Республики Саха-Якутия, которое стало знаменитым уже. Затем, после того, как соответствующая оценка была дана, мы понимаем, что те подходы, которые были заложены, они не сработали, были неверными, поскольку фронтальное и такое единообразное изменение сети учреждений под ведением лекала невозможно с учетом особенностей Республики Саха-Якутия. И после этого с мая 2019 года была создана рабочая группа под моим руководством, в которую вошли все главы муниципальных районов, вошли кураторы отраслей, вошли представители законодательного собрания документов, например, Васильевна очень активное участие принимала, ряд других депутатов и руководства ЮКМ, для того, чтобы в таком детальном, предметном режиме рассмотреть, как сейчас выглядит сеть учреждений, которые оказывают ключевые социальные услуги населению, услуги в области образования, здравоохранения, культуры, спорта, и выработать подходы к ее совершенствованию. Почему вообще необходимо совершенствование этой сферы? В первую очередь потому, что в соответствии с поручением и установкой, которую дал Александр Сергеевич Николаев, нам необходимо обеспечить достойный уровень этих услуг и возможность самореализации для каждого жителя республики, вне зависимости от того, где он проживает, в городе Якутске, в районном центре или в небольшом удаленном селе. При этом мы сейчас констатируем, что качество услуг во многих случаях неприемлемо низкое. И то качество образования, здравоохранения и других социально значимых услуг зачастую ставит наших граждан, жителей Якутии в изначально неконкурентное положение, когда лишает возможности самореализации. Приведу простой пример. Когда мы сделали мониторинг
уровня качества образования, то в ряде школ, в ряде населенных пунктов выяснилось, что по таким базовым дисциплинам, как математика, русский язык, ЕГЭ, основной объективный индикатор подготовленности выпускника школы к продолжению обучения, составлял, например, 9 баллов из 100, 13 баллов из 100. Что это означает? Значит, что дети, которые выпускаются из этих школ, априори лишены возможности продолжать обучение и стать полноценными, полноправными членами глобального нашего и конкурентного общества. И, конечно, наша задача сделать так, чтобы качество услуг соответствовало задачам времени. А для этого необходимо изменить организационные подходы. Ну и, конечно, сама сеть учреждений должна претерпевать определенную трансформацию и быть приведена в соответствие с теми задачами, которые перед нами стоят. При этом, безусловно, задача стоит не просто изменение сети, изменение содержательных подходов. Мы одновременно запустили систему такой тотальной оценки компетенций, ну, если говорить про образование, то педагогического состава школ, для того, чтобы под каждого учителя разработать индивидуализированную систему развития, повышения квалификации, углубления знаний и компетенций в тех сферах, которые существуют, ну, скажем так, пробелы. Очень важно также запустить, это с этого года будет с конца запущено, систему поддержки инициатив, которые возникают также в небольших, часто населенных пунктах, когда инициативные учителя или директора школ осуществляют большую работу, выходящую за рамки государственного стандарта, занимаются развитием творческих способностей детей, занимаются развитием предпринимательских способностей и навыков, занимаются развитием традиционных ремесел. Это не укладывается сейчас в государственный стандарт, вот эту работу тоже мы параллельно запускаем. Но сегодня я хотел поделиться теми результатами, которые мы получили после первого этапа функционирования вот этой рабочей группы именно в части социальных учреждений. Еще один момент, я прежде чем, собственно, подходом к результатам перейду, хотел обозначить, что перед нами сейчас в республике стоит большая задача по развитию материальной базы, по строительству школ. Вот в рамках этой работы мы с каждым районом, когда встречались, и определили потребность порядка 56 миллиардов рублей, которые существуют на строительство разных объектов. Школ, больниц, социальных объектов другой направленности. У нас, как вы знаете, 52 аварийные школы, еще 9 сгоревших школ. То есть 61 школа, которую нам необходимо построить. Огромная цифра. И очень важно, чтобы когда мы эти социальные объекты будем сейчас планировать, включать в инвестиционную программу, обосновывать на федеральными органами исполнительной власти в рамках национальных проектов выделения средств, очень важно нам понимать вот эту уже новую конфигурацию сети. Нельзя начинать строительство сейчас новых объектов, не понимая тех задач, которые стоят, и тех особенностей и требований, которым должны соответствовать новые учреждения. Повторю еще раз, каким образом эта работа была проведена. Была создана рабочая группа, в нее вошли все представители министерств, курирующих отрасли, представители депутатов, всех глав районов. Мы в индивидуальном режиме по каждому району проводили анализ. В целый ряд районов был выезд на место, встречи с населением, с заинтересованными общественностями, представителями и педагогического, и сообщества здравоохранения, медицины и ряд других. В результате по каждому району было сформировано согласованное видение сети учреждений, какой мы видим сеть социальных учреждений в перспективе и этапность движения к ним. Не всегда эти изменения могут носить одномоментный характер. Часто, например, они сопряжены как раз со строительством нового здания. Например, что когда здание будет построено, то какие-то изменения произведут в сети. И перечислю принципы, из которых мы исходили, которых мы придерживались в этой работе. Первое, то, что мы исходим из того, что нашей задачей является повышение качества, а не экономия средств. Экономия средств должна возникать, но она не является самоцелью. Самоцелью является повышение качества. Второе,
что ни одна школа, ни одно учреждение здравоохранения в труднодоступном районе, в труднодоступном населенных пунктах небольших не будет закрыто. Ни одного такого случая нет и не будет. Это принципиальная позиция наша. Третье, что качество услуг не должно пострадать ни для одного человека, ни для одного получателя услуг. Наоборот, качество услуг должно расти. Четвертое. Тем не менее, школы созданы для того, чтобы учить детей, а больницы для того, чтобы лечить, спортивные учреждения для того, чтобы давать возможность заниматься спортом, а не для того, чтобы обеспечивать рабочие места. Поэтому в тех случаях, когда мы понимаем, что оказание услуг более высокого качества возможно при определенном сокращении, например, управленческого персонала или персонала иных категорий, которые выполняют обеспечительные функции, в ряде случаев такие решения мы принимали, и мы понимаем, что в перспективе они будут реализованы. Еще раз, социальные учреждения, школы, больницы, дома культуры, музеи, библиотеки – это учреждения, целью функционирования которых является оказание услуг населению, а не трудоустройство граждан. При этом в тех случаях, это уже пятый пункт получается, в тех случаях, когда мы видим поэтапное высвобождение в основном управленческого персонала, прочего персонала, будет развернута согласованная работа по трудоустройству, и это будет не одномоментное решение, оно будет реализовано в определенных этапах. Шестой пункт, то, что экономия остается в самих районах, те средства, которые мы высвобождаем, останутся в тех же сферах социальной и в тех же районах, которые соответствующую работу проводят. Вот те принципы, из которых мы исходили и которых мы соблюдаем. Теперь, какая, собственно, работа была проведена, потому что все время всех интересуют цифры и те индикаторы, на которые мы должны будем выйти. Мы ориентируемся на трехлетний период. Сейчас мы проанализировали 23 района без арктической зоны. К арктической зоне мы только подходим, потому что мы понимаем, что к арктической зоне нужны особые подходы, и там мы как раз вот сейчас подходим к этому этапу. В субботу я вместе с правительственной комиссией выезжаю в Верхоянский район, чтобы там на месте посмотреть и изучить подробно сеть учреждений, потом выработать подходы, которые будут применяться к Арктике. Пока мы проанализировали 23 района, 2338 муниципальных учреждений. В общей сложности мы понимаем, что это не самоцель, но важный показатель. Выходим на объем экономии за 3 года в объеме 2,3 миллиарда рублей. При этом дополнительные расходы, как я уже говорил, которые останутся в сферах, составят по дорожной карте, которая сейчас выработана, 1,7 миллиарда рублей. И как мы проговорили, тоже я уже упоминал, при инвентаризации сети мы понимаем, что потребность дополнительного строительства составляет порядка 56 миллиардов рублей. Мы будем планомерно, поэтапно, в том числе в взаимодействии с федеральными органами власти, эту работу решать, хотя, конечно, одномоментно такое огромное финансирование выглядит, очевидно, невозможно. Коротко остановлюсь на двух, наверное, самых главных сферах. Это здравоохранение и образование. По здравоохранению какие преобразования мы приняли решение провести. Как я уже сказал еще раз, закрытие учреждений в труднодоступных населенных пунктах не предполагается. Более того, например, будут созданы 4 новых фельдшерско-акушерских пункта и 2 врачебные амбулатории. Но в основном это будет преобразование, изменение типа учреждений по участковым больницам, по врачебным амбулаториям, по фельдшерско-акушерским пунктам. Будет изменение, касающееся количества круглосуточных коек, потому что мы понимаем, что медицина движется вперед, и технологии современные позволяют все больше медицинских услуг оказывать в амбулаторном режиме, поэтому в целом будет количество круглосуточных коек сокращено. Мы понимаем, что примерно на 1000 коек будет количество сокращено. Определенные изменения организационные будут сопровождать изменения
подчеркнуть, что ни один врач тоже не будет сокращен. Более того, общее количество врачей увеличится на 47 человек. Будет небольшое сокращение по обеспечивающему персоналу, который технические функции осуществляет. Но еще раз подчеркиваю, что врачебный персонал, то, что часто поднимается в публичном пространстве, врачи сокращаться будут. Более того, мы повышаем укомплектованность врачебным персоналом наших медицинских учреждений. По муниципальным учреждениям, то есть тем учреждениям, которые будут в сфере образования, культуры и спорта, у нас в целом трансформация затронет 384 учреждения. В основном это будет объединение детских садов с школами в такие образовательные комплексы, в достаточно малочисленных населенных пунктах или объединение нескольких учреждений в одно юридическое лицо. В целом мы видим, что во всей сфере образования за 3 года планируется к высвобождению 327 штатных единиц или 0,65% всех занятых в этой сфере. То есть это в пределах статистической погрешности. За 3 года мы видим высвобождение, еще раз повторю, 0,65% всех занятых в этой сфере. И, безусловно, с учетом того, что мы видим увеличение количества детей в целом в системе образования, и мы видим те новые учреждения, которые создаются у нас в республике, крупные учреждения образовательные, трудоустройство такого количества людей не составит труда, и мы такую работу уже поручение дали, и вместе с районами ее будем проводить. Опять же, по цифрам, тоже тот вопрос, который всегда задается, на какой эффект с точки зрения повышения эффективности экономии мы видим, это за 3 года 831 миллион рублей. В общем-то, экономия очень незначительная, с учетом того, что у нас расходы на образование в год составляют более 72 миллиардов рублей. Но это связано с тем, что я несколько раз уже повторял, но повторю еще раз, это не является самоцелью. Самоцелью для нас это повышение качества обучения. Что еще я хотел отметить, что помимо этого серьезная работа происходит по реорганизации государственных учреждений. У нас за этот год, с 2018 по сегодняшний день, было сокращено 59 учреждений. Всего у нас 482 учреждения функционировало на 2018 год. Сейчас сокращено 59, тоже механизмом объединения и повышения эффективности их функционирования. Постоянная происходит работа по совершенствованию этой организационной структуры. Я буквально вчера подписал распоряжение правительства, по которому мы продолжаем оптимизировать количество управленческого персонала, руководителей, отделы более укрупненных характеров будут носить. Мы проанализировали, что сохраняется очень много именно на уровне наших подведомственных министерственных учреждений мелких, по 6-7 человек учреждений, они тоже будут укрупнены, не менее 15 единиц должна быть численность. И, конечно, предстоит очень большая работа в части сокращения числа государственных служащих. Вы знаете, что она уже была проведена в прошлом году, а в целом по стране в качестве ориентира нам доведено сокращение примерно 30% государственных служащих за следующие 3 года. С учетом того, что численность государственных служащих у нас составляет чуть менее 3000 человек, то несколько сотен человек будут сокращены, и эта серьезная работа сейчас проводится на уровне министерств, на уровне наших государственных органов власти. Серьезно здесь мы видим тоже резервы для и повышения эффективности и нацеливания наших всех усилий на достижение результатов для наших граждан. Спасибо. С удовольствием я и мои коллеги ответим на вопросы, которые в большом количестве уверен есть. Можно я один уточняющий вопрос задам, потому что коллегам также слово предоставлю. Мы несколько раз повторили про главную цель, про
образованием главным индикатором может быть баллы по ЕГЭ. Что в здравоохранении, в культуре, в спорте, какие главные индикаторы? Ну, первое, что в образовании тоже ЕГЭ не является главным индикатором, просто на сегодня ЕГЭ – это единственный объективный индикатор, который у нас есть. Безусловно, знания детей не исчерпываются только показателями ЕГЭ, а в целом качество работы школы не исчерпывается только знаниями. Нам нужно смотреть такие показатели, как количество детей и результаты олимпиад, количество медалистов, трудоустройство, доля продолжающих обучение в высших учебных заведениях и так далее и тому подобное. Просто ЕГЭ – это, ну, если хотите, прожиточный минимум. Это та база, которую мы обязаны обеспечить. Мы не должны останавливаться на этом. Но пока мы не обеспечиваем ЕГЭ, мы понимаем, что ребенок не имеет возможности в дальнейшем продолжать обучение. Таким образом устроена в Российской Федерации система высшего и среднего профессионального образования. Поэтому это не главный, но это минимальный показатель, который нужно обеспечить. А, к сожалению, у нас сейчас и по всем показателям, которые я перечислял, не только по ЕГЭ, количество медалистов, количество олимпиадников, количество студентов, по всем этим показателям динамика системы образования отрицательна. Из года в год эти показатели ухудшаются. И нам необходимо эту динамику переломить. В качестве примера тоже приведу, в Кандаласском районе сейчас такой взяли внимательный пилотный проект, там разрабатывали, там два основных показателя. Это средний балл ЕГЭ и ОГЭ по итогам 9 класса, а также количество детей, которые участвуют в всероссийских олимпиадах с соответствующим уровнем результатов. По здравоохранению, спорту и культуре у нас есть вполне четкие показатели, которые зафиксированы в национальных проектах, которые утверждены решением президента Российской Федерации. Это, конечно, такие показатели, как смертность, ожидаемая продолжительность жизни, смертность в разрезе различных видов заболеваний, это демографические показатели, это младенческая смертность, это ряд других. По спорту уровень вовлеченности наших граждан в спорт, количество регулярно занимающихся спортом. По культуре тоже доля наших граждан, которые имеют возможность доступа к современным произведениям культуры. Хорошо, давайте индикаторы мы детально чуть позже еще рассмотрим. Хотелось бы услышать сейчас законодателей, Феодосия Васильевна, какая позиция у народных депутатов и какая работа проведена. Я так понимаю, поскольку Владимир Викторович, вы тоже непосредственно участие, депутатский корпус принимали в этой согласительной комиссии. Ну, 4 комитета принимали самое активное участие. Я очень хорошо, что работает в диалоге, потому что интересы всех сторон должны были учтены. И в частности, я хочу сказать по образованию, да, наша республика с самого начала участвует в проведении ЕГЭ. Да. В этом отношении надо сказать, что вначале было, когда принимали участие только по отбору, это школы повышенного уровня. 2010 года ЕГЭ – это уже единый измеритель повышения нашего уровня. При этом я хочу обратить внимание, в среднем, когда мы сравниваем с среднероссийскими данными, в первую очередь, это, конечно, и бедность населения. Да? Я на это хочу акцентировать внимание, потому что по бедности населения у нас показатели хуже, чем общероссийские. Это первое. Второе, я хочу сказать, что сеть образовательных учреждений у нас, допустим, да, чем в центральной части России и так далее, я в частности беру выпускников Республики Татарстан, где только 40% переходят на старшую ступень образования, значит 10-11 классы, это именно те, кто непосредственно ориентирован для поступления в вузы. У нас от 85 до недавнего времени было 95%, все переходили в старшую школу. Значит, вот показатели конкретно в этом отношении тоже могут быть. И следующее, третье, я хочу сказать, на инфраструктуру. Это обеспеченность педагогическими кадрами, в частности, тут кадрами, да, и непосредственно, конечно, это объекты, благоустроенные, неблагоустроенные и так далее. Да. У нас по этому показателю лучшие, можно сказать, не по Дальнему Востоку, но в целом по Российской Федерации, в числе таких
Поэтому я хочу сказать, что мы должны, конечно, стараться нашим детям дать очень качественное, хорошее образование, при этом мы должны обратить внимание в целом комплексно поднять уровень жизни, качество образования, уровень жизни, чтобы и повысить качество образования. Спасибо. Уточняющий вопрос. Я правильно понимаю, то есть вы поддерживаете то направление, в котором сейчас движется орган исполнительной власти? В принципе, я, как вам известно, работала в этой системе органов, в органе исполнительной власти. Я все трудности, объективные, субъективные, какие есть, это прекрасно представляю, да, а с другой стороны, то, что мы работаем в диалоге, да, именно чтобы достичь вот таких целей, которые мы ставим перед собой, чтобы перекосов не было, чтобы мы действительно стремились к тому результату, к чему мы сегодня стараемся идти. В этом отношении то, что все структуры совместно работали, я думаю, что выигрышно. Если можно, Алексей Александрович, буквально вот на этот вопрос тоже добавлю, что мы, каким образом эта работа была построена, мы в каждый район отдельно садились, Феодосия Васильевна, депутаты, представители профсоюзов обязательно, делегация со стороны района, и каждую школу, каждый ФАП, каждое учреждение рассматривали, и пока не приходили к консенсусу, не выходили из аудитории зала. То есть, наверное, по 5 часов без перерыва сидели, вот, пока не придем к определенному общему пониманию, как мы будем движется. Это позволяет нам с уверенностью говорить, что те подходы, которые сейчас лежат в основу, они, может быть, не всегда достаточны. Более того, почти нигде недостаточно. Но они точно, там нету каких-то резких ошибочных движений, а это постепенное, планомерное продвижение к поставленной задаче. Хорошо, ну давайте мы, раз говорили о том, что учредителю все-таки удавалось найти, послушаем профсоюзы. Я напомню, что профсоюзы у нас, если память не изменяет, одни из первых начали любить по поводу 202 постановления. Что изменилось? Изменилось ли что-то в понимании профсоюза в рамках этой реализации этого документа? Спасибо. Добрый день, участники круглого стола. Вы правы, действительно, мы начали эту работу, наверное, первые. Тут надо сказать о том, что все-таки то, что мы в феврале месяце начали поднимать обращения наших членов профсоюза, они налегов и муниципальных образований, и только когда мы узнали, что началась работа именно по оптимизации. А тут, я считаю, была допущена, может быть, ошибка, да, нашим министерством бюджетными, это и образование, и здравоохранение, и культура, потому что когда готовили и издавали данные приказы, конечно же, они без привлечения к участию профсоюза, республиканских комитетов профсоюза. Ну и вот в феврале мы начали по своей инициативе мониторинг, стали собирать информацию о том, где, сколько и как планируется сокращение. Ну, конечно, эта информация ушла в средства массовой информации, потом, конечно, правительство нам в этом вопросе были, мы с ними дальше и отрабатывали, но тем не менее мы считаем, что это было правильным ходом с нашей стороны, проведение мониторинга, и потом, конечно, после этого, когда мы уже в марте месяце на своем заседании президиума рассмотрели данный вопрос и направили свои обращения и в Государственное собрание нашей республики, в правительство о принятом решении. И вот с этого времени более активная работа уже началась. И за прошедший период я хочу выразить благодарность и парламенту республики, Федосии Васильевне за ту огромную работу, которую они провели сообща с республиканскими комитетами профсоюзов, и конкретно правительству также высказать, наверное, все-таки свое удовлетворение, потому что уже с этого времени начали привлекать к этой работе и отраслевые министерства, республиканские комитеты, ну и правительство, как Владимир Викторович сказал, вот когда они обсуждали 23 муниципальных образования, наше участие было обязательно, и мы принимали участие в обсуждении всех вопросов, с которыми приезжали муниципальные образования, и ход обсуждения тоже это было все с нашим участием. И потому мониторинг, который мы тогда начали, мы по сей день продолжаем, но это уже наш внутренний мониторинг через наши профсоюзные организации. И то, что сегодня
представлена информация Владимиром Викторовичем о том, какая работа проведена и какие принципы были использованы. И сегодня, что мы имеем, это, конечно, уже при нашем, скажем, участии вся эта работа проводится. Но вообще вопросы, которые сегодня касаются социально-трудовых отношений, конечно, мы всегда стараемся с правительством вместе работать. И вот сейчас обратились к Владимиру Викторовичу о том, чтобы он встретился с профсоюзным активом. И вот мы надеемся, буквально на этой неделе или на следующей неделе эта встреча состоится. И вопросы, которые сегодня еще волнуют профсоюз, конечно, мы сможем вместе обсудить, ну и прийти к каким-то совместным решениям. Но сегодня еще один вопрос, по которому наш профсоюзный актив начал, ну, не только актив, вообще население республики, это, конечно, регуляторный бюллетень. То есть это нормативно-правовые акты, которые будут упразднены, и эта работа началась. В этой работе профсоюза республики уже по сохранению северных надбавок и вообще всех нормативно-правовых актов, которые касаются социально-трудовых вопросов, конечно, это в нашем внимании. Мы уже работу начали с Федерацией независимых профсоюзов России. Да, и потому по этому вопросу тоже будет вам очень много вопросов. Спасибо. Хорошо, спасибо большое. Ну и справа от меня сидит глава горного района, Никита Викторович, здесь не просто так. Ну, в рамках подготовки к этому круглому столу, если я правильно понял, это один из тех примеров муниципальных, где пошли, так сказать, на опережение. И уже какие-то определенные наработки по реализации повышения, скажем, качества образования, здравоохранения, спорта и культуры есть. Я думаю, Никита сейчас с коллегами поделится опытом, каким образом строится работа сегодня у вас в муниципалитете, с чем приходится сталкиваться. Проблемы в любом случае есть, я попрошу их озвучить. Ну и как, собственно, их решаете. Добрый день, уважаемые коллеги. Ну, хотелось бы, во-первых, отметить то, что горный вуз является высокодотационным районом, то есть практически основная часть доходов, более 90% это формируется из средств дотации и сбалансированности нашего бюджета. Поэтому конструктивное взаимодействие с правительством является одним из приоритетных направлений нашей деятельности. Конечно же, исходя из того, что у нас очень ограниченные финансовые возможности, мы постоянно и до этого проводили работу по оптимизации муниципальной сети учреждений, по внедрению многих направлений, в том числе, например, по аутсорсингу, по обслуживанию наших муниципальных учреждений. И эту работу мы проводили совместно с правительством Республики Саха-Якутия. По аутсорсингу тоже в свое время вы помните, что был большой ажиотаж, было очень много мнений, но практика показала, что по некоторым направлениям аутсорсинг достаточно хороший механизм. Просто правила игры, которые на сегодняшний день действуют, мы их должны корректировать и с учетом вот тех реалий, которые у нас имеются, их совершенствовать. Например, я хотел бы поблагодарить в части того, что по питанию детей, по другим направлениям правительство услышало
создали централизованную бухгалтерию. То есть практически количество, уровень обслуживания части бухгалтерских услуг он не снижается, а, конечно же, как учреждение в штате своем уже не будет иметь своей бухгалтерии. Такое же положение по требованию законодательства в отношении сторожей. Вы знаете, что в основном в сельской местности охрана у нас, охрана тканей сооружений не специализированные организации осуществляли. Это были сторожа, штатные работники учреждений. Требования поменялись. Сейчас требуется, чтобы специализированное охранное агентство оно осуществляло охрану, по крайней мере, период пребывания детей в этих муниципальных учреждениях. И я считаю, что это условлено не только тем, что это требование законодательства, это требование современных наших реалий, когда любой неадекватный человек может прийти в учреждение и, как говорится, противоправные действия, какие в отношении детей могут принять. Поэтому в этом отношении, конечно, я думаю, что это правильное решение. В этой части у нас сокращается количество сторожей, и они просто на ночное время для того, чтобы обеспечить сохранность имущества, в этом объеме не сохраняется в штате. А остальное время, период пребывания детей, мы уже организовали конкурсные торги, и организация выиграла специализированную, и вот эту работу в таком формате мы проводим. У нас мы одним из первых поддержали пресловутое 202 постановление в отношении учреждений культуры. Потому что после того, как рассмотрели это постановление, применили к своему району, получилось так, что у нас штатный набор добавляется. То есть необходимо еще предусмотреть дополнительные штаты, чтобы соответствовать этому постановлению. Вот, я не знаю, как в других районах, но это указывает на то, что, на мой взгляд, если говорят, что там сокращение по линии культуры и по другим направлениям происходит, это указывает на то, что у нас сети муниципальных учреждений, они в каждом районе имеют совершенно разные подходы. В нашем случае, например, определенная работа по оптимизации учреждений и штатного расписания проведена была уже заблаговременно, поэтому получилось даже так, что мы на этом уровне остались, а количество населения увеличилось, потребность как бы увеличилась, и необходимо было увеличивать, а мы как бы и на этом уровне не остались. Поэтому с этой точки зрения определенные ясные, прозрачные правила, они, на мой взгляд, необходимы для того, чтобы все могли ориентироваться в них, и они были всем понятны и обоснованы. Вот в этой части, наверное, нам все-таки нужно будет дополнительно еще поработать. А в части взаимодействия после отмены 202 постановления с министерствами у нас было несколько совещаний на разных уровнях. Мы, конечно же, отстаивали свои точки зрения, то, что не ухудшать имеющуюся муниципальную сеть и государственную сеть в части здравоохранения. По сути, были такие моменты, когда нам просто предлагали варианты, например, создание снижения уровня сельской врачебной амбулатории до ФАПа и каких-то других объяснений, кроме того, что нужно это сделать, такого, например, нет. Ну, в ходе дискуссии мы на уровне Владимира Викторовича свои позиции синхронизировали. Ну, надеюсь, что соглашение мы в скором времени подпишем по данному вопросу, но надеюсь,
надеюсь, вот те моменты, которые мы там обсудили и согласовали, они все найдут решение. Рабочие моменты потом решите, вы отдельно оцените свои нужные вещи. Ну, у меня следующий вопрос. Все хорошо, цифра, как все это выглядит? Чтобы было понимание на конкретном муниципальном районе, то есть не на самом, может быть, большом по численности населения, но тем не менее. Ну, например, у нас это без, скажем так, 202 постановления, вообще вот количество учреждений, муниципальных учреждений сократилось на 2012 года на 4 учреждения. Вот в текущем году мы закрыли один детский сад, просто условия не позволяли дальнейшей работы. Мы говорим про юридические Да. сокращения, а по факту структуры остались. По факту структура практически осталась в том же объеме, то есть количество муниципальных учреждений, связанных с согласованием с правительством, оно осталось в том же объеме. Просто вопрос стоит в статусе вот этих муниципальных учреждений. Вот, например, по учреждениям образования, по объектам образования, есть несколько населенных пунктов, где статус меняется от следственной лаборатории до фельдшерско-акушерского пункта. Вот, и по учреждениям образования мы договорились, что до 2022 года мы один населенный пункт, это село Переляк, будем реорганизовывать два наших учреждения, это школа и детский сад, в одном учреждении, полусад. Мы это будем делать постепенно и, конечно же, по согласованию с населением. Что экономия это не как по району какая-то. Ну, в части экономии окончательный вариант мы еще не по соглашению не подписали. Точно цифры я не скажу, но чисто по штатам, если так посмотреть, это 53 штатных единиц. Вот, в том числе 22 это вот, те штатные единицы, которые входят на услуги. Спасибо. Я могу, можно уточнить, что у меня цифры есть введенные, Никита хочет сказать, что еще не прописано. Я хочу еще один момент уточнить, что горный район, например, действительно того района, который уже основные изменения, которые мы сейчас с другими районами проводили, реализовал до этого. Поэтому горный район, например, того района, когда минимально мы дальше преобразование видим, в цифрах у нас в горном районе 60 учреждений социальных, всего 7. При этом 8 учреждений будут затронуты в виде вот укрупнения юридических лиц, для того, что Никита Викторович говорил относительно статуса учреждений. И действительно, одна из таких, с точки зрения денежного эквивалента, мы видим, что в трехлетнем горизонте 29 миллионов рублей экономии высвободится, ну и, как мы уже тоже несколько раз говорили, значительная часть в данном случае в полном объеме, и предполагаем, что они останутся в горном районе. Но просто я тоже хотел подчеркнуть, что Никита Викторович говорил относительно важного момента, ну, вот на примере врачебной амбулатории фельдшерской акушерский пункт здесь. Мы, с одной стороны, вначале смотрим по нормативам, потому что мы же исходим из в целом ситуации по республике, какие сейчас нормативы по обеспеченности врачебной помощи. А потом смотрим вместе транспортную доступность, перспективы развития населенного пункта, динамику населения, в целом, как выглядит сектор. В частности, по горному району целый ряд решений мы приняли, что мы, по крайней мере, сейчас не будем делать преобразование в силу того, что мы видим объективные условия, которые в цифрах, если свести их, они не отражены, но когда мы предметно на месте смотрим, то очевидна потребность, допустим, в сохранении данного вида медицинской помощи, исходя из потребностей людей и именно тех услуг, которые должны оказываться тем или иным звеном медицинских учреждений. Хорошо, спасибо. Давайте послушаем общественную палату, какая позиция у них и что они думают на этот счет. Добрый день, Владимир Викторович. Во-первых, я хотел бы поблагодарить за то, что вы нас сегодня собрали
действительно то, что будоражит население, это то, что очень мало информации, да, о нынешней ситуации с этой оптимизацией социальной инфраструктуры. Вот 17 мая в Общественной палате Республики Саха-Якутия прошел круглый стол, вот, где мы обсуждали вот, 202 постановление. Да? И я считаю, что Илдархан принял совершенно правильное решение. Вот, ну и, конечно, очень мудро решили проводить переговоры с каждым улусом по отдельности. То есть не со всей республикой, а с каждым по отдельности. И как вот уважаемый Никита Викторович сказал, у нас большинство улусов, они все являются дотационными. Вот, и в их бюджетах собственные доходы занимают там очень маленькие проценты. Вот в Хангаласском улусе всего 130 миллионов доходов. То есть получается, они тоже против республики ничего сказать не могут. То есть они зависят на 100% почти. Вот, и здесь у нас было, вот Владимир Викторович, это в рекомендациях мы просили рассмотреть вопрос включить членов Общественной палаты Республики Саха-Якутия в состав межведомственной комиссии. И, к сожалению, этот вопрос не решен. Ну и также в наших рекомендациях мы написали вам проводить систематическую разъяснительную работу с населением по проводимой реформе именно в муниципальных образованиях в районах республики. То есть разъяснять, собственно, населению. Потому что практически только вы, Владимир Викторович, вот, разъясняете свою позицию именно с точки зрения всей республики. А конкретно в каждом конкретном улусе, да, вот, как идет переговоры, как они прошли, кто подписал соглашение, кто там не подписал соглашение. Ну, одни слухи. То говорят, там какой-то улус приехал в Якутск, разругался, понимаете, с министерствами. Ну, такой на уровне вот WhatsApp слухов. И это вот муссируется в WhatsApp, да, в социальных мессенджерах. И получается, как-то оно будирует такие вот негативные ощущения. Вот, ну и кроме этого, на том круглом столе вот выступали представители школ города Якутска, часть из них члены нашей Общественной палаты Республики Саха-Якутия. И вот они сказали, что очень такой негативный пример со стороны вот, правительства в том, что вот зарплаты директоров школ, как отдельный частный случай, сделали одним из оснований для сокращения численности работников образования. То есть, и говорит, там одна директор школы, она получила отпускные, потом она получила зарплату и получила премию за год. И у нее получилась очень большая зарплата. И вот, говорит, ее потом затюкали, можно сказать, практически. Потому что, да, ну вот она не может же каждому, если по всей республике, по WhatsApp, по всем средствам массовой информации прошла такая информация, что директора школ такие уровни зарплат получают. Поэтому вот тогда вот на круглом столе, Владимир Викторович, вот наши члены, вот представители педагогической общественности тоже просили как-то вот этот вопрос нет. И во-вторых, что касается сокращения административного аппарата, то был такой пример на круглом столе, что в городских школах бывает по 2000 учащихся. И это больше или равно, например, числу учащихся в некоторых маленьких улусах. И получается иметь директору школы нескольких замов, да, то есть это как-то, получается, это численность их замов это меньше, чем, например, число сотрудников управления образования в маленьком улусе. И получается, а школа по численности такая же, как численность всего района. Да. Поэтому тут такой как бы подход, я совершенно надеюсь, что вот когда вы сейчас рассматриваете каждый улус в отдельности, эти моменты уже как-то входят, да, в ваше видение, потому что всех под одну невозможно. Тем более с учетом того, что вот наш город Якутск, это практически 35% населения собралось в одно место. Вот, ну и во-вторых, я как вот родом с сельской местности, я хотел бы сказать, что вот вы тоже в свое время
ездили на грузотакси. Это вот грузовик, на кузове которого были поставлены вот скамейки. Мы ездили за 7 километров в школу круглую, ну, всю зиму, при минус 50 тоже. Ну и результат все равно такой, что, например, число поступивших в вузы у нас было намного меньше, чем, например, в соседних селах, да, то есть, ну, которые не ездили. Вот. И поэтому и те, кто учился в интернатах, они тоже не особо блистали в образовании. Поэтому тут действительно надо как-то рассматривать, наверное, вопросы, делать какой-то ход конем, потому что, например, за рубежом, в той же Австралии, у них есть дистанционные школы. Вот у нас есть очень хороший этот проект «Кочевая школа», вот, которая позволяет дистанционно учить детей. Да? Потому что у нас главная проблема – это скоро будет обезлюживание сельского населения, потому что вот молодежь массово переезжает в рабочие поселки, ну, в лусные центры и в город Якутск. И вот недавно к нам приходил родственник с Алекминского района, да, село Токко. Он сказал, что практически самый молодой, кто держит скотину сейчас, да, это вот оказался вот брат моей жены, ему 49. Вот, и моложе его уже никто не держит крупный рогатый скот. То есть вот этот момент. То есть, потому что вот мы когда были на Дальневосточном форуме Общественной палаты, перед нами выступали по национальной программе Дальнего Востока, и там вот они говорили, что социальные объекты мы будем предусматривать и финансировать с национального проекта только в тех местах, где будут, например, созданы торы. Как, ну, они говорят, создавайте тор, и мы вам откроем типа больницу. И потом этот самый, я у него спросил, говорю, по российским нормативам ФАП, например, до 1000, то есть до 1000 человек ФАП. Я говорю, а с нашими расстояниями дальневосточными там так далее. Ну вот он говорит, сейчас в национальной программе мы ставим вопрос вот, что о уменьшении норматива российского до 500. Вот я думаю, эти моменты прорабатываются правительством, и вот и Асиль Сергеевич докладывал вот на Госсовете во Владивостоке. Поэтому... Если так резюмировать вкратце ваше выступление, вы говорите о том, что сохранив бюджетные учреждения в нескольких и небольших районах, мы сохраним несколько районов. Ну вот с села Токко сегодня уехало, вот 13 учителей уехало. Они переехали вот в райцентр и в город Якутск. То есть получается наиболее образованная, наиболее такая профессиональная часть сельского населения сейчас массово переезжает. И кто остается в селе? И как мы обеспечим вот эффективность социальной сети вот, при таких условиях? Если можно коротко, буквально по вопросам пройдусь, не вдаваясь в подробности, потому что вопросы глобальные, Николай Андреевич поднимает. Первое, что по подключению к работе, безусловно, за, давайте так решим, особенно я вижу большую роль, которую общественная палата может сыграть как раз в информировании населения. Давайте вместе разработаем, может быть, даже отдельный какой-нибудь проект, потому что греха таить, я согласен, что здесь мы не дорабатываем и мы недостаточно доводим информацию до населения. Второе, ну, по примеру зарплаты, поэтому мы рассматриваем досконально каждый район, каждую строчку, у меня вот все выкладки есть, то есть это не какие-то разовые эмоциональные суждения, а это фундаментальный как бы, разбор вплоть до каждой точки. Единственное, понятно, трудоемкий, я тут посчитал, что лично я вот с мая по сегодняшний момент не меньше 50 часов рабочего времени провел вот в этой работе. Та рабочая группа, которая занималась, там, я думаю, что все это время занимается. Поэтому надо быть готовым, что если вы как подключаетесь, то это такая скрупулезная, часто такая муторная, скучная работа, вот, которая, но тем не менее необходима, чтобы разобраться во всех вот этих мелочах и нюансах, потому что она действительно очень значима. По Якутску мы сейчас пока зафиксировали такие совсем точечные вещи, но буквально на прошлой неделе с Арданой Владимировной Аксентьевой мы встречались, и говоришь, что по Якутску мы отдельную программу по развитию, мы на образовании сконцентрировались, по развитию образования будем разрабатывать, и она будет такой вообще особой, потому что и процессы другие в Якутске проходят. Количество детей, если мы смотрим по в целом республике, оно в школах чуть растет, в целом уже уменьшается, а в Якутске оно резко растет. И здесь вот другие подходы совсем нужны. Вот. Ну и качественные вещи для трети населения республики, конечно, это очень важно.
Я вот не буду вдаваться в детальную дискуссию. Вы подняли вопрос относительно того, что влияет на качество обучения и как вот там дети добираются до школ или не добираются, или там какие дистанционные технологии. Я просто еще один пример приведу. Мы в последнее время действительно очень, за последние несколько десятилетий очень сильно нарастили сеть. Но в результате с теми негативными процессами, о которых вы говорите, то, что люди уезжают из маленьких сел, у нас есть много ситуаций, когда, например, в 11 классе учится один человек или два человека. А вот теперь представить себе, какое качество обучения получает школьник, когда учится один в классе. Ведь школа — это не просто учебники освоить, это и социализация. Ему надо банально с кем-то поиграть в футбол, еще что-то. Но как урок физкультуры проходит, когда в классе один человек занимается. И вот это тоже надо учитывать, что в какой-то момент, особенно это конечно, не касается младших классов, там, где, конечно, речь не идет о том, чтобы школьников 1-2 класса куда-то возить в большие расстояния. Но, например, для детей старшего возраста вполне может быть, я не говорю, это индивидуальное очень решение, но должно быть, учитывать желание родителей. Но если такое желание есть, то я считаю, что мы должны создать возможность, чтобы полноценный класс был, качественные учителя. Вот. Но в остальном у меня тоже много соображений есть, и по Торам, конечно, утрирование, что-то там где Тора, это просто так прозвучало, наверное, и по поводу того, как нам все-таки действовать, чтобы развивать и удерживать население в сельской местности, просто чуть отдельный вопрос. Единственный еще один пример только приведу, что не всегда наши желания и наши решения приводят к тому результату, на который направлены. Я в одном из районов, не буду называть, районных центров был, общался с главой района, он говорит, да, в принципе, мы видим улучшение, видим, что есть программа, я сам, это район такой достаточно обеспеченный, много поддерживаю учителей. Он говорит, что происходит? Как только зарплата повышается или поддержка начинает идти, первое, что делает работник образования, это берет в ипотеку квартиру в Якутске. Он говорит, и я понимаю, что через 5 лет он уедет. И получается, что вот такая чуть-чуть однобокие решения, они правильные, но они не всегда позволяют на тот результат, который мы рассчитываем, достичь. Здесь, наверное, тоже в пример можно Еленский район привести, правда, у них инвестиционные, но тем не менее они способны привлекать учителей, целая программа, и в том числе в Наскагании способны привлекать отдаленных районов педагогов. Да, пожалуйста. Давайте перейдем к вопросам, мнениям, предложениям. Вот прям ждали этого момента. Вот сейчас тут прозвучало, что вы конкретно по районам работали, там, с индивидуальным такой дифференцированный подход был. Хотелось бы все-таки конкретизировать, узнать, как, в каких районах, например, в каком районе пришлось, что называется, очень прям там сильно перекраивать все. И какие проблемы были. Спасибо. А можно представить? Баскарова Лилия Таисия. Спасибо, Галя, за вопрос. Есть сведенные данные общие, где больше длиннейшие, больше всего такие самые большие изменения мы видим в тех районах, в которых наиболее разветвленная сеть, и сеть не менялась в течение последних лет. Это в первую очередь заречные наши районы, Усть-Алданский, Чурапчинский, Татинский, там чуть меньше, Медино-Кандаласский. Наверное, там больше всего, потому что Никита Викторович правильно отметил, что мы, когда переходили к работе и смотрели, мы сверяли численность, сеть и показатели, которые связаны с качественными и с расходными величинами. И вот в этих районах наибольший потенциал мы видим. Какие решения были сделаны, я уже упоминал их, в основном это объединение в одно юридическое лицо. В ряде случаев мы стимулировали создать, если населенные пункты находились очень близко друг к другу, то понижать классность, то, что пример, который я приводил, старшеклассников переводить в соседние учреждения. Но я могу сразу сказать, что это
буквально в единичных случаях, потому что мы, как я уже тоже сказал, исходили из желания самих родителей и готовности их передавать. Я могу сказать, что в итоге только по 4 учреждениям вот такое решение было принято, по всем остальным решениям по снижению классности так и не было принято, хотя я считаю, что в перспективе, с учетом желания родителей, все равно это правильное направление, исходя из качества обучения. Вот. Ну вот, наверное, как-то так. Если там еще детальнее, то, может быть, вы конкретизируете, я тогда могу на конкретных примерах, или, может быть, кто-то еще. Я просто хочу акцентировать внимание, да, потому что команды приезжали со специалистами по экономике, финансам, по здравоохранению, культуре, образованию и так далее. От состава команд, от компетенции тоже многое зависело, потому что там были очень такие споры иногда, да, кто-то настаивал, обосновывал. Но есть, были районы, которые, вузы, да, которые не совсем были подготовлены. Ну, может быть, там новые главы, новые руководители, новая команда и так далее. В этом отношении, где действительно работа была проведена опережающая, да, это у нас 97-й год, если кто помнит, да, 2000-е годы, когда у нас есть ситуация и так далее, тоже плавно проходило, да. В этом отношении, конечно, очень много зависит и от команд, которые работают в вузах, как они видят и как они комплексно, именно комплексно видят эту проблему, связываясь с социально-экономическим развитием конкретного вуза. Я просто вот сейчас вузы не хочу назвать, да, но с другой стороны я хочу вот именно на это сказать. Есть и субъективные такие, да, когда не совсем подготовленные люди. Самое сложное, наверное, еще впереди, это с точки зрения принятия решения по Арктике. Ну, вот, какие трудности вот вы уже видите на перспективу по оставшимся районам? Спасибо. Ну, Арктика действительно еще более особые районы, вот, в силу большого количества труднодоступных населенных пунктов и в силу того, что на самом деле арктические районы у нас, мы, вот это уже затрагивалось в дискуссии, мы не вписываемся в федеральные нормативы и так называемый сверхкоечный фонд, сверхнормативный коечный фонд, который мы содержим за счет бюджета республики или перебрасывая средства, которые Федерация доводит по здравоохранению с крупных населенных пунктов на Арктику. Это, собственно, то решение, которое мы ждем по итогам Госсовета, который прошел в начале сентября в Владивостоке, переход с нормативной на сметное финансирование здравоохранения. Подходы, ну, принципиально будут те же самые, то есть мы в любом случае будем индивидуально каждый район смотреть и смотреть потребности и возможности развития сети. Но для того, чтобы окончательное решение принять, я уже упоминал, что вот я буквально через 2 дня выезжаю с рядом членов правительства тоже в Верхоянский район, причем мы там не только в районном центре в Батагае будем работать, мы там десяток населенных пунктов посетим, которые находятся в возможности доступа, для того, чтобы на месте посмотреть, выработать как раз подходы, которые потом в других арктических районах будем применять. Иван Иванович, давайте в порядке очереди. Ну, я давно на очереди стою. Только что ко мне подошли, поэтому у нас люди уже заранее просились. Да, я не Иван понимаю. Лазаренко, пожалуйста. Добрый день, у меня вопрос к вам, Владимир Викторович. Вот вы не раз упомянули, что в результате принимаемых мер экономия – это не самоцель. Но, тем не менее, подразумеваются какие-то цифры, которые будут сэкономлены, и в связи с этим вопрос, те деньги, которые останутся в районах в результате этой экономии, куда они будут перенаправлены, и не будет такой ситуации, что, вот, допустим, сэкономили в сфере образования, а деньги район направил закрывать дыры в ЖКХ или дорожную отрасль. Каким-то образом будет это регламентировано или все-таки на откуп района? Спасибо за вопрос. Мы изначально, когда вот это решение, оно будет оформлено в виде такого соглашения между республикой и районом, в котором будет строчка, столбик экономия ожидаемая. Понятно, что это прогноз. Она может быть больше, может быть меньше. Фактически решение будет зависеть от того, как оно реализуется. И дополнительные расходы, ожидаемые тоже. И они будут с некоторым обоснованием, то есть они, безусловно, мы исходим из того, что они должны быть направлены на ту сферу, из которой экономия происходит. То есть в этом смысле понятно, что здесь мы в любом случае находимся в диалоге с районами,
и вы понимаете, что в ряде случаев такие срочные расходы требуются, которые не предусмотрены, в общем, происходит отвлечение, но данные средства мы рассматриваем как целевые именно те сферы, которые показывают повышение эффективности и показывают движение вперед. Ну, районы это устраивает, подобный механизм. Деньги сэкономленные на здравоохранении бюджетные бросить на спорт. Слушай, здравоохранение это государственные расходы, они в районе даже не касаются, то есть они на государственном уровне остаются. Но действующая методика, она не позволяет ту экономию, которая возникла, оставлять в районе. Это только в течение 2015 года можно делать. Система формирования бюджета, она указывает на то, что вот, экономия, которая остается, она просто на следующий год рассчитывается таким образом, что дотация снижается, уровень доходов, не доходов, а уровень дотации со стороны Республики Саха-Якутия, он снижается, потому что все время это идет сбалансированность на тот объем расходов, который необходимо покрыть. Поэтому я вот с своей информацией говорил, что необходимо нам совместно вот эти правила определить, чтобы они были понятными, и вот тот объем, который остается, точно видеть, и чтобы он точно оставался. Очень правильный вопрос. Я хочу опять-таки, поскольку пример образования, я хочу некоторые соображения сказать. Защищенность статьи, субъекты, субсидии и так далее, их не должны трогать. А с другой стороны, от сокращения, допустим, юридических лиц и так далее, то, что в методике внутри сидит, там могут быть вопросы, да, допустим, на капитальный ремонт, на эффективность по системе образования, а на капитальный ремонт, допустим, эти деньги направить и так далее. По межбюджету в отношении которого надо посмотреть, чтобы все детали, досконально знаете. Спасибо. Добрый день, уважаемые участники. Очень хорошо, что вот идет этот круглый стол, разговор. Вполне откровенный так, но мы обсуждаем кота в мешке. Вот полтора месяца тому назад тоже была пресс-конференция госпожи Борисовой, да? Или Абраимовны, да? И то же самое, значит, я пытался у нее узнать конкретно вот цифры по улусам, по наследам, и она сказала, что это будет потом, когда все, так сказать, завершится, когда мы закончим работу. Ну, сегодня имеем практически то же самое, то есть у вас на руках нету никаких, так сказать, вот этих списков, где что сокращается. Так ведь, да? Ну, есть вот общая цифра, что так? На самом-то деле из мест идут очень тревожные сигналы. Вот. Нутарский улус, Нижнекангаласский, Усть-Алданский вот, и другие улусы, Рилюйский. Вот. И когда вы говорите, что врачи все остаются на месте, это не так. Допустим, в Рилюйском районе, вот село Чачур, там значит, переводится ФАП, и там врача не будет, допустим. Ну, и общая картина, ее нету. Общей картины нету. То есть вы говорите о коте в мешке. Да? Вот. Но красиво говорите, это очень тоже хорошо. Далее, значит, то есть вот уже есть диспозиция, где что сократить, потому что люди на вас получили эти бумаги, приказы министра Борисова. Может быть, не все, но все эти данные очень хорошо, так сказать, упрятаны, да? И трудно, так сказать, вот это находить. Ну, то же самое сегодня мы видим. И что же я хотел бы сказать? Вот тут люди благодарят мудрое правительство за то, что отменило, значит, 202 правильно, что выступал профсоюз. Ну, надо благодарить, наверное, стратегический центр, который вот так прямолинейно, значит, выразил первоначальную задачу, так,
И эта первоначальная задача сейчас точно так же выполняется практически, так, но изменился просто вот так, словесное оформление изменилось, так? Вот, теперь, что хочу предупредить, как человек не первой молодости. Вы знаете, что, ну, как пожилой человек, да? Значит, вы знаете, что с некоторым опозданием самый такой главный человек страны уже задумался об этих, значит, наших наследах, и об этом, значит, был разговор в Хабаровске на Госсовете. И вы знаете, что вот только недавно разговаривали Медведев с Путиным, то есть Путин с Медведевым точнее, так, и тоже в больницах первичной медицинской помощи. Вы, господа, можете попасть в просак, потому что вот уже вы позакрывали, а потом может оказаться, что вы допустили крупную ошибку, и поэтому вообще там, если я не ошибаюсь, предусмотрено 1,3 триллиона на эти дела, как бы вот об этом есть какой-то разговор, но это пока WhatsApp, еще не проверено, поэтому этой информации можно не доверять, но вы, значит, как правительство, более оснащены информацией. Да? Ну и поэтому надо, значит, настраиваться на то, чтобы восстанавливать те больницы, которые закрыты, так? Вот, которые превращены в ФАПы. Вы когда говорите, что мы не закрываем ни одно медицинское учреждение, так, в этом смысле вы формально говорите правильную вещь, но вот вы превращаете там участковую больницу в ФАП, врачебную амбулаторию в ФАП, и таких примеров очень много, и сокращаете очень много людей. Это вот когда это в конце концов вы все это пропишете, все это будет известно людям, и понятно, что это вызовет, я думаю, волнение, да, среди людей. Так, и какой еще вопрос? Вы, Владимир Викторович, конечно, очень такой способный человек, возможно, даже удаленный и широких, так сказать, интересов. И вот мне интересно, вот в июле 2018 года, когда шли в разгаре выборы, вы встречались с Яшиновым, юристом штаба «Справедливой России», который, значит, судился, чтобы снять меня с выборов, так, именно Яшинов. И, конечно, была проведена работа в это время по выборам. И рядом сидит с вами, значит, вот Никита Викторович, глава ВУЗа, который потом пытался выгнать с работы старика, ветерана, двух ветеранов, за то, что они содержали у себя на усадьбе наш штаб. Вот и так далее. Извиняюсь. Ну, все. Давайте Спасибо. другого стола. Спасибо. Спасибо. Значит, отвечу на вопросы. Я начну с последнего. Я встречаюсь с тысячами людей. Я сейчас даже записал, как Яшин ФБ, я с ним точно не знаю, не представляю себе, кто это, но опять я встречаюсь с очень большим количеством людей и должен пожаловаться, что память меня начинает подводить иногда, я не всех даже своих близких человек. Ну, еще раз, я такого человека не знаю, вот, поэтому в данном случае вопрос мне непонятен. Вот. По остальному, первое, по детальной картине. Да, вы правы, что мы общие цифры не увлекаемся ими по двум причинам. Первое, потому что очень много увлекались общими непроверенными цифрами до того, как я там, лично в таком каждодневном режиме занялся, пока этим занималась в целом уполномоченного от правительства люди. Если возникали цифры, то 7 тысяч человек сокращаются по республике, то еще какие-то астрономические цифры, которые не имеют никакого отношения к действительности. И именно поэтому мы и не опубликуем цифры, пока мы в них не уверены.
Вот был пример Николая Андреевича о том, что возникает громкий факт, и потом он становится предметом манипулирования. Вот это самое плохое, что бывает. Я предпочитаю всегда железно удостовериться в фактах, и потом уже их делать достоянием гласности и за них потом отвечать, а не говорить то, за что я потом ответить не могу. Сейчас мы эту картину имеем, но имеем, опять же, она будет продолжать меняться. Почему? Несколько причин. Первое, что у нас большая часть учреждений, как мы все хорошо знаем, относится к муниципальному уровню управления. И решение о численности тех или иных учреждений принимаем не мы, не министерство. Это, например, самая такой массовая сфера образования. Министерство образования и науки Республики Саха-Якутия не принимает решение о том, сколько людей работает в той или иной школе. И мы будем продолжать такого же принципа придерживаться. Те самые пресловутые, тоже обсуждаемые модельные штатные расписания, это норматив, по которому будет рассчитываться межбюджетный трансфер. То есть мы исходим из того, что школа должна иметь вот такое количество при нормативе численности и определенном количестве класс-комплектов, директор, столько-то замдиректоров, столько-то завучей, столько-то обеспечивающего персонала и так далее. А после этого это будет решение директора. Он может сохранить 6 замов. Просто у них зарплата будет делиться на 6. Или может сохранить 2. И их, вернее, оставить 2 и создать им достойные условия работы. Это решение директора, и роль директора, мы ее немножко принижали, директора школы, а она ключевая, я считаю, что нужно повышать. И то, что я в том числе говорил, выступая на августовском совещании работников образования. Поэтому я еще раз скажу, что в сфере муниципальных образований у нас не будет точных цифр. У нас есть ориентиры, которые мы зафиксируем с главами районов, и от которых мы будем отталкиваться при дальнейшем движении. Дальше, второй момент. Что касается того, является ли работа, которую мы проводим, прямым продолжением 202 или в чем она отличается. Отличие принципиальное и очень важно, что 202 постановление правительства исходило из того, что можно разработать универсальные правила, трафарет, который наложить на сеть и получить ответ, какая сеть нужна. Я скажу, это мое глубокое убеждение, я признаю, что тогда это было ошибочным движением принято, формально подготовленным и принятым моими предшественниками, я его реализовывал тоже в течение 9 месяцев. Но это было ошибочное решение, потому что трафаретом нельзя решить вопрос сети. Он должен решаться индивидуально. И в этом принципиальное отличие от предыдущей работы. Не меняется подход, что нам нужно двигаться, нам нужно меняться. Мы не имеем права поставить на паузу. Мы не имеем права не меняться. Вот звучат предложения иногда, давайте, от глав районов некоторых, давайте мы будем меняться, но через год. На год все остальное как есть, а через год будем меняться. Мы не имеем права это делать, потому что дети ходят в школу сегодня. Они сегодня получают то качество образования, которое мы им даем. Сегодня люди получают то качество здравоохранения, которое мы имеем, и так далее. Третий пункт в отношении сети медицинских учреждений. Еще раз, сами учреждения не закрываются. Да, происходит изменение уровня, и в ряде случаев происходит понижение статуса учреждения, но в данном случае, опять же, мы исходим из индивидуального подхода, и вот как пример с горным районом с Никитой Викторовичем, там, где мы увидели, что понижение уровня приведет к ухудшению качества услуг, мы это решение приостановили, и сказали, мы вернемся к нему через год, когда посмотрим, какая динамика. А там, где по факту услуги и так оказываются в небольшом объеме, или там не оказываются вовсе, или когда, я же тоже специально сам езжу много по районам, и когда приходишь в учреждение, говорят, в чем функция? В том, чтобы выписать талончик и отправить все равно в районную больницу, зачем такую функцию сохранять? Она не нужна. И здесь мы должны исходить из набора услуг, которые оказываются населению, а не из формального статуса юридического учреждения.
набор услуг, которые население получает, должен соответствовать стандартам и соответствовать качеству жизни. И я еще раз повторю, что те цифры, которые я привожу, я за них отвечаю, что в системе здравоохранения количество врачей не уменьшится. Мы планируем увеличение количества врачебного персонала на 47 человек, исходя из текущих данных. Будут сокращения по обеспечивающему персоналу, по обслуживающим, по прочим. Врачебный персонал сокращаться не будет. Это не означает, что в маленьком каком-то можно найти единичный случай, когда врач из одного учреждения в другое будет переведен. Да, я говорю, в целом система, количество врачей не будет уменьшено. Ну и, наконец, вы абсолютно правы, Иван Иванович, что мы должны вписывать нашу работу с одной стороны, в федеральные тенденции, с другой стороны, там, где мы видим несоответствие федеральных подходов нашей реалии, отстаивать наши реалии, как мы продолжаем делать со сверхнормативным коечным фондом, как мы продолжаем делать с тем, что Валентина Ивановна поднимала вопрос, касалось его по северным надбавкам и по коэффициентам, которые мы продолжаем выплачивать в более высоком размере, чем предусмотрено федеральным нормативом, из-за чего мы вынуждены привлекать средства с других направлений бюджета, потому что ровно так же, как, допустим, муниципалитеты от нас получают межбюджетные трансферты, так же мы получаем межбюджетные трансферты от федерации. Но мы считаем этот подход верным и продолжаем его настаивать. Так что мы не собираемся переводить арктические районы на нормативное содержание объектов здравоохранения. Спасибо за вопрос. Я коротко отвечу, что время оставить на другие вопросы. С последнего. Вопиющий безобразный пример. И, конечно, нам такие вещи нельзя допускать. Я по нему конкретно еще разберусь. Но что мы делаем, чтобы таких не было вещей? Мы сейчас систему среднего профессионального образования проводим фокусировку. Выбрали сейчас 7 колледжей. Кстати, Нижнебестяцкий тоже туда попал. Команды прошли обучение с ведущими специалистами страны, Московской школы управления Сколково, международными экспертами, и разработали первые программы совместно с работодателями. Потому что вопрос здесь ключ к ответу, это взаимодействие с работодателем. То есть, по сути, железные дороги Якутии должны быть включены в процесс подготовки. И вот это нас ждет. Всех нюансов не может учреждение образовательного учить. А как это сделать, предлагаю отдельно обсудить, потому что это чуть другая тема. Что касается первого вопроса, тоже это ровно те подходы, которые мы пытаемся реализовать. Чтобы в данном случае, например, глава района или начальник управления, который ведет сферу здравоохранения, мог сказать: да, сейчас мы не можем показать экономию. Первый год нам нужно больше денег. Зато по второй, третий мы повысим эффективность. В таких случаях мы можем как раз выделять дополнительные средства в этом соглашении, чтобы такие узкие места можно было расширить. Но в системе здравоохранения это чуть легче решение на самом деле принять, потому что она у нас централизована. А в системе подчинения муниципальному уровню, мы как раз в рамках этой работы предполагаем, что высвобожденные средства, они и пойдут на те направления, которые хронически недофинансированы многие годы, как, например, который вы приводите, с в общем незначительными средствами на проектирование или текущие ремонты, тоже примеров много, когда просто директор школы зажат и все средства уходят на зарплату, поскольку у нас есть определенные нормативы и обязательства, и там банально нет денег, чтобы купить какие-то элементарные вещи, в общем, которые стоят очень небольших средств, могут оказать серьезный эффект. Но, еще раз, примеры они очень правильные и очень точно указывают болевые места, которые нам нужно расшивать. Мы стараемся их как раз расшивать. По, например, Южной Якутии, примерах того, куда мы вкладываем вне этой работы, конечно, это Неринг, куда мы больше миллиарда рублей совокупно и республиканского бюджета, и федерального будет направлено для того, чтобы объекты здравоохранения привести хоть в сколько-нибудь соответствующий вид, потому что они, конечно, в ужасном и таком заброшенном состоянии были многие годы. А так очень правильно, и как раз это мы пытаемся сейчас на эти вопросы найти решение. Спасибо.
Пожалуйста, Наталья. Добрый день, газета «Юрий». Ну, очень хороший разговор состоялся. Но я хочу сказать, все проблемы, которые очень правильно сказала, да, мы все понимаем, оптимизация нужна, упорядочение вот этих систем тоже нужно, потому что не дело, когда в одной школе учителей больше, чем детей, есть такое. Но вы должны понимать еще другую ситуацию. В тех же наследях, допустим, вот эти души, которые в одной семье обязательно один души, кто работает, если это большое счастье. Вот этот человек содержит всю свою семью, да? Даже тот же охранник, какую-то стабильную зарплату получает. И поэтому население сейчас из-за бедности очень напряжено, очень остро воспринимает эту ситуацию, да? И социальный стресс в любой момент может возникнуть. Поэтому, чтобы этого не было, мне кажется, каждый глава населения, каждый глава вуза должен иметь уже социальную какую-то свою ответственность. А хороший хозяин так делает. Вот у меня парень старший сын способный, он поедет учиться. Другой еще хороший коневод, он у меня будет ходить, если годится. Дети третьего он куда-нибудь пристроит, отправить уже на переучебу или что-то, да? Вот, ну, вот так же должны поступить все населя главного вуза и населов. Но дело в том, что у муниципалитета тоже денег не так много. Да? Именно по созданию новых рабочих мест, именно критерии оценки работы главных населов и ВУЗ должны быть все-таки по созданию новых рабочих мест. С другой стороны, республика, как бы у нас промышленности предложение превышает спрос. Это тоже парадокс какой-то, да? Это значит, мы где-то не дорабатываем, где-то это безработных больше, чем предложение. Вот, по всем этим нюансам надо работать. Потом в будущем все-таки бюджеты тоже не такие богатые, да? Должна быть какая-то социальная ответственность бизнеса, промышленности перед местным сообществом. Да? Недавно вот я общалась с главой Украинского населения, да? Они говорят, очень много промышленных людей, очень много вещиков у нас появилось. С каждым годом все больше и больше, непонятно, чем занимаются, непонятно. Никакой ответственности перед местным сообществом они не имеют, никаких налогов не платят. Вот это бы все упорядочить, да? Вот в советские времена как было. Кстати, это доводилось правительством, это доводилось партией, да? Что обязательно местный бизнес, промышленность должны иметь социальную ответственность перед населением. Они держали на балансе школы, больницы, да? Строили дороги, строили социальные объекты, да? Было такое. И мне кажется, вот в налоговой системе нужна какая-то вот работа, чтобы они, промышленники, помогали населению. И тогда придет, вот допустим, вот пример просто приведу, они вот, допустим, встречаются где-то с бюросами, да, с промышленниками. Они, значит, ему дают бензин, а у него дают мясо. А не было довольно и этим делом. Да, извините, мы опять уходим. Ну вот я просто... Важно вашего региона, как было, так и не есть. важно, а именно государственная политика должна быть именно Здесь только вопрос как выступления, поэтому Да. соглашусь, что эту работу, конечно, нужно проводить. Я абсолютно согласен. Пожалуйста. Можно я? Родион, помоги, пожалуйста. Меня зовут Майя Тимова. Хотела спросить, когда сегодня собираем центр, наконец-то, а мы к этому давно шло, обратить внимание на Арктику, на развитие Арктики, мы больше стали говорить о проблемах КМНС, малочисленных народов Севера. И хотелось бы узнать, вот, скажем так, более щадящая ли будет реформа для именно арктических улусов и национальных улусов? Ну, например, на примере Тайского национального улуса или, например, Нефрахаевского района, можно сказать, да? И где, как вы сказали, это совершенно особенные районы, которых ну, никак не сравнишь с заречными улусами, центральными улусами. Вот мне очень нравится слово «щадящая», потому что, на мой взгляд, она вся такая у нас очень взвешенная, и мы стараемся учитывать все нюансы и точно не рубить с плеча и не применять трафаретов и каких-то единых правил. Вот, но понимая, что в арктической зоне еще больше
гораздо труднодоступных населенных пунктов, и большая специфика связана с коренными малыми народами, конечно, мы еще более внимательно и бережно будем относиться ко всем аспектам этой сферы. Именно поэтому мы Арктику на следующий этап отнесли. Вот, и мы вот сейчас, пройдя по 23 районам, подходим к тому, какая работа будет по арктическим районам проводиться. Конечно, мы будем, но одновременно в Арктике нам нужно больше, то, что я уже упоминал, кажется, Николай Андреевич, что нам нужно новые решения разные тоже будет искать, и сочетание с дистанционным оказанием услуг, вот, именно чтобы часть была на месте, а часть высококвалифицированные, либо специализированные предметы, либо специализированная медицинская помощь оказывалась через дистанционные технологии. Здесь развитие интернета в ближайшие годы нам может позволить качественный сдвиг провести. Хорошо. Олег, Олег, я тебе дам сейчас слово, подожди минуточку. Тут, Владимир Викторович, несколько человек, несколько выступающих уже озвучили терминологию слова реформа. А можно вообще все происходящее назвать реформой? Ну, терминология важный момент, потому что мы часто в слово вкладываем разные понятия и спорим об одном и том же. Можем назвать и реформой. Ключевое, что мы должны понимать, что наша, в данном случае, сеть социальных учреждений, как и на самом деле многие наши другие направления работы, должны меняться постоянно. Нет такого, что мы сейчас там подвели черту и забыли дальше про то, как еще работать. Нам нужно, и это моя задача как председателя правительства, создать такую систему управления, которая будет каждого руководителя мотивировать и помогать ему каждый день развиваться и менять свою систему к лучшему. И поэтому можно назвать это реформой, можно назвать это развитием. Мне нравится слово развитие, поскольку он фиксирует. Но просто эти вопросы еще и эмоциональные. Мы сами понимаем, что со словами связаны определенные ассоциации. Реформа, там сразу у нас там шоковая терапия начала 90-х годов, и страшные решения с плеча, которые мы помним. Конечно, не хочется, чтобы мы остались, потому что у нас другие принципы положены в основу. Поэтому я предпочитаю говорить именно о оптимизации. На самом деле, можно слово оптимизация, но очень правильно, потому что это оптимальное использование каждого рубля бюджетных средств. Это оптимальная модель функционирования. Но у нас уже есть негативное эмоциональное отношение, поэтому оптимизация сразу все будут резать бездумно. Ассоциация такая. Не так. Поэтому правильно, что мы будем постоянно развивать нашу систему, двигаясь к повышению качества. А это невозможно без изменения организационной основы. Хорошо, спасибо. Олег, пожалуйста, что-то новое рассказать. Владимир Викторович, дело в том, что мы сейчас с мая здесь встречались, по этому вопросу говорили, да, я вот не могу. А почему нельзя признать одну вещь, очень простую, что правительство республики и вот это развитие, повышение направлено не на повышение качества и так далее. Основной аспект – это сохранить те услуги в здравоохранении, в образовании и культуре, которые есть. Вот это же все на это направлено, а потом переходить на качественные показатели данных услуг. Поэтому у меня здесь возникает вопрос, да, дело в том, что 3 ведомства – здравоохранение, образование, культуру, основополагающие практически всех бюджетов районов республики. Здесь такой маленький, но хороший вопрос. А будет ли меняться бюджетная политика? Потому что на сегодняшний день Министерство финансов республики диктует условия. Правильно говорит глава района о том, что у него будет экономия, он вынужден ее сначала отправить туда, а потом прийти написать бумажки. Да, я правильно понимаю, что получить эту экономию может быть в будущем году. И вот здесь вот вопрос возникает. Мы кому немного, так скажем, населению-то надо объяснить, что мы хотим оставить те услуги, которые есть, и при этом еще как-то сэкономить для районов. Но я вот боюсь, что этого не будет. На самом деле. Нет, будет, практика показывает жизненно, что такого не получается. Спасибо, Олег, за вопрос. Первое, что все-таки не оставить как есть, потому что в том все дело, что мы не можем оставить как есть. Потому что первое... Сохранить, мы же сохраняем.
в всей стране. Мы развиваем. Еще раз, мы должны повышать качество прямо сейчас. Мы не можем сказать, сначала давайте сохраним, а потом будем повышать. Нет. Но это две неразрывные части одного целого. Мы должны двигаться вперед, повышая качество, а для этого менять организационную основу, включая структуру сети, включая структуру внутри учреждений, включая подготовленность и компетенции людей, которые работают в этой системе. И одно без другого не работает. Это все слагаемые одного движения. И более того, я скажу, почему мне представляется очень важным подчеркнуть этот тезис. Позиция главы района, позиция директора школы, позиция главврача больницы, потому что нам нужно, мы не можем управлять системой с одной точки. Глупо надеяться, что я, если буду министром образования и науки Республики Саха-Якутия, смогу повысить качество обучения или сэкономить деньги в Бердигистяхе или в школе какой-то в Верхоянском районе. На месте нужно создать условия, чтобы люди могли двигаться вперед. И вы абсолютно точно фиксируете, что пока нету стимула это делать, потому что, во-первых, так устроен бюджетный процесс, и, во-вторых, все заберут. Зачем мне, как хозяин, экономить, из нее все возьмут и заберут. Но вывод неправильный, что так будет дальше. Так дальше не будет. И это четкая наша решительная позиция Арсения Сергеевича, он несколько раз это подчеркивал, и мы сейчас это проектируем. В чем это заключается, в чем конкретно это будет заключаться? Первое, что вот мы сейчас, Никита специально, еще тоже не подписал, поэтому он осторожно очень высказывается, но я могу просто сказать, какие установки я даю и на что я буду настаивать, что мы выйдем, что мы выходим на соглашение с районом, в котором есть некоторое обязательство, не до рубля, но обязательство, что район понимает, что в течение 3 лет, конкретно это Крыло, у меня сведено в табличку, что горный район понимает, что он выйдет на дополнительную экономию. То, что было до сих пор, мы уже оставили за скобкой, мы сейчас не можем возвращаться, потому что Никита Ильич большую работу провел, и мы эту экономию уже сняли с него. Это, к сожалению, так произошло, но мы уже обратно это не можем отыграть. Но то, что сейчас дальше он будет делать, мы понимаем, что он выйдет на экономию 28 миллионов 917 тысяч рублей. Такая цифра. Она примерно, она будет немножко варьироваться. Я выйду в такую экономию. А мы говорим, тогда мы при расчете средств, которые будут в эту социальную сферу района делать, мы в данном случае понимаем, что большая работа проведена, мы даже фиксируем большую сумму 30 миллионов 627 тысяч рублей. Если выполняется это, то выполняется это. И уже с учетом вот этих средств мы дальше будем рассчитывать бюджетную обеспеченность, финансирование образования и так далее. Как это практически будет, мы сейчас будем проходить, потому что это первый год сейчас будет бюджетирование, поэтому и вы с недоверием говорите, все равно Минфин заберет, и Никита Викторович такое звучит настороженно, что вроде обещают, но пока непонятно, как случится. Но я, как председатель правительства, твердо намерен эту систему реализовать. И в целом мы будем двигаться к изменению отношений между бюджетом республики и бюджетами муниципальных образований, которые будут заключаться в том, что мы будем, Никита Ильич тоже очень правильно сказал, что цифры показывают, что очень разные системы. 202 некоторые районы скажут, что мы категорически против, потому что мы сильно вынуждены будем урезаться. А Никита Ильич очень обрадовался, что мне наоборот добавят, потому что он уже урезал больше, чем даже 202 предполагал. Но это означает, что в основе у нас очень разные... Система. Неважно. Это показывает, что систему все равно нужно приводить к единым каким-то сопоставимым цифрам, понимая специфику, но тем не менее. И это движение, связанное с анализом расходов районов и приведением бюджетов к некоторому единому подходу, будем проводить дальше, и эти изменения со следующего года уже начнем реализовывать. Хорошо, спасибо. Давайте крайне на сегодня вопрос. Да, будем закругляться. Пожалуйста, Юрий. Да, я хочу задать вопрос, наверное, Никите Андрееву, главе Горного района. Бывает совсем недавно, где в заречной группе ЛУЗов я убедился в том, что действительно изменения нужны,
как вот сказал Владимир Викторович, реформа, там, оптимизация. Вот на примере одной из школ, даже тут далеко ходить не надо, это не арктическая зона нашей республики, где отличники проваливают практически ЕГЭ, потому что там у них были вроде бы преподаватели там по химии, по английскому языку, но, к сожалению, вот такая ситуация, что эти отличники, их там несколько, вот, дело это ЕГЭ провалили, и они не поступили ни в какое высшее учебное заведение. Это говорит о том, что эта реформа необходима, оптимизация тоже необходима, изменения нужны. А вот все-таки, вот я общался с жителями этого наследия, они говорят, люди сами спрашивают, что делать нам, да? Как быть, кто этот вопрос решит. Вот все-таки я так понял, что жители сами тоже заинтересованы в этом, да, в этих изменениях бюджетной в системе вот, социальной инфраструктуры в республике, в том числе в образовании, конечно. И вот, Никита, вот это задал вопрос, а как вот население само вовлекается в эту общественность, наверное, да, вот в решении проблем вот сети социальной инфраструктуры? Ну, те же теорика, наверное, да, вот как на них тоже опираетесь в этом вопросе, или, может, какие-то планы у вас в этом плане? Спасибо. Спасибо за вопрос, но прежде всего я хотел отметить то, что отличники наши все поступают, таких моментов у нас не было. И в части того, что у нас такая практика сложилась, ежеквартально отчитываемся по всей проведенной работе перед населением. И все планы, работы, проблемные вопросы, которые имеются, обсуждаем вместе с населением. Конечно же, мы эти вопросы доводили в части изменений по постановлению 202 и после того, как было отменено по тем моментам, которые мы согласовывали в правительстве республики. Но, конечно же, настороженность у населения очень большая. И вот, как отметил Иван Иванович, люди на местах уже получили извещение. И уже люди понимают, что вот, допустим, там тетя Галя уже не будет работать, она получила извещение, и через какой-то период уже не будет там работать санитаркой или кем-то еще. Вот, поэтому это очень настораживает. И люди понимают, что количество рабочих мест, особенно в сельской местности, оно неуклонно, но все же сокращается. И в целом по району, если посмотреть, то количество бюджетных мест, оно в течение 10 лет имеет четкую тенденцию к сокращению. Это касается и федеральных органов власти, и республиканских учреждений, и муниципальных учреждений тоже. Произошла ошибка. Попробуйте еще раз. Вопрос в чем? В том, что если мы хотим сохранить рабочие места, мы это должны обосновать. Почему именно должны группы людей работать в какой-то или иной отрасли? Вот, в части налоговых, например, органов или пенсионных органов, где были сокращения, они просто перешли на электронный формат, и поэтому тот объем, который раньше делали вручную, или, скажем так, именно по другим параметрам, по другим подходам, сейчас просто нет необходимости в этих работниках. И такая тенденция, она происходит по всем направлениям, но нас настораживает то, что население же, оно, как говорят, голосует рублем или ногами, да? Просто уезжает из населенного пункта. И такая тенденция, она тоже имеется, но в целом, если посмотреть на наш район, благодаря тому, что рождаемость достаточно на высоком уровне, количество населения во всех населенных пунктах, оно сохраняется и даже по некоторым увеличивается. И задача, которая стоит перед нами, создать такие условия, чтобы на месте люди имели возможность получать определенные доходы и были заинтересованы оставаться именно в этом населенном пункте. Хорошо, спасибо большое. Можно короткий вопрос, уточнить еще. Вы уже начали работать. Это когда мы уже работать? Вот в тех регионах, в которых вы проработали по системе курсов. Или все-таки в 2020 году еще работать? Все изменения будут внедрены с 1 сентября 2020 года. Сейчас мы финализируем соглашение, они будут подписаны.
до 1 сентября будет процесс, собственно, подготовительный, с 1 сентября новая этапность, часть вещей с 1 сентября 20, часть 1 сентября 21, часть 1 сентября 22. Пожалуйста, последний вопрос. Неправильно же, ответ точно последний. Ну, меня волнует прежде всего вопрос социальной напряженности, да, и его снятия. Наверное, каждый из присутствующих журналистов сможет подтвердить, что к нему на редакционную почту или WhatsApp минимум 1 раз в месяц приходит коллективное письмо откуда-нибудь из района о закрытии, об угрозе закрытия и так далее. И этот вопрос стоит актуально, потому что на самом деле он подтверждается теми ситуациями, которые произошли в районах, которых быстро козырнули и стали торопиться исполнять. Это Алёпнинск, массовое отравление детей, инфекционное отделение закрыли, и при детях тоже там койки устанавливали, чтобы было их куда положить. Это Алдан, где роженица рожает порой, находится на одном этаже, порой с социальными элементами, больными туберкулезами, и нормальных здоровых рожениц возят в Якутск, опять же санавиация, опять же бюджетные деньги. Вообще существует ли схема ответственности, кто ответственен за реализацию, будет ли она разработана, потому что два вопроса волнуют. Кто виноват, что делать? Люди не могут на него ответить, что делать вроде бы как понятно, а кто виноват, с кого спрашивать, не знаю. Спасибо. Спасибо. Первое, что я не связывал плохое качество услуг в ряде случаев, в ряде районов, и те процессы, которые мы сейчас обсуждаем, они не имеют прямой причинно-следственной связи. То, что те примеры в Алёпнинске и Алдане, они сложились не потому, что была проведена те преобразования, которые мы сейчас обсуждаем. Они как раз сложились, потому что просто система находится в заброшенном, бесхозяйном состоянии. Это первое. Второе. Кто виноват, очень понятно, и на это есть прямой ответ: виноват учредитель. У нас распределена система социальных учреждений между уровнями управления. Если это система здравоохранения, то это министр образования и дальше главврач учреждения. Если это система образования, то это глава района, начальник управления образования района и директор школы. То есть система законодательно очень четко определена. Мы, как республика, отвечаем за методические в сфере образования, культуры и спорта, методические основы и основы организационные, финансовые, построенные на межбюджетных отношениях. В остальном это ответственность учредителя, который отвечает за качество услуг. Еще раз повторю, в сфере здравоохранения это ответственность Министерства здравоохранения и главврача, в сфере образования это ответственность муниципального образования и директора школы, колледжа, школы. Если колледжи, это, понятно, наша республиканская. Тут нет и не может быть двух мнений на этот счет. При этом я, как представитель правительства, и мы, как правительство, ответственны за то, чтобы у нас было движение вперед, чтобы создавать стимулы, потому, первое, чтобы вот такие вопиющие случаи отслеживать и принимать меры по ним, и в целом, чтобы система двигалась вперед. Хорошо, спасибо большое. Я хочу поблагодарить Владимира Викторовича и правительство в целом, что сегодня мы смогли обсудить этот вопрос. Владимир Викторович собирает журналистов и представителей общественности не в первый раз в этой теме, я думаю, будет собирать и в дальнейшем. Поэтому давайте обсуждать, давайте готовиться. Спасибо большое. Я только единственное хотел сказать, обращаясь к журналистам, к общественности, что вы выходите тоже с инициативой. Я готов по другим темам тоже встречаться, обсуждать. Давайте планируем, какие темы вас волнуют, чтобы вы могли дальше до граждан донести их в корректном, правильном, прозрачном режиме, а нам донести беспокойность граждан, не то, что больше всего волнует.